Здравствуйте, вы смотрите проект «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Онкологическая заболеваемость в Якутии существенно ниже, чем в Российской Федерации, однако за десятилетний период идет рост этого показателя, что связано в первую очередь с улучшением качества диагностики. Какие виды рака наиболее распространены в республике, как сохранить здоровье и позаботиться о себе и своих близких? Мы поговорим с нашим гостем, заместителем главного врача по медицинской части Якутского республиканского онкологического диспансера Владимиром Лезневым. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. Вот не так давно в СМИ как раз видел статистику о том, что в Якутии лидирует рак легких. Так ли это на самом деле? Почему именно это заболевание стоит вот на одном из первых мест в структуре заболеваемости? Здесь стоит отметить, что рак легкого не только в республике лидирует, он лидирует вообще во всех странах мира. И Российская Федерация, и в том числе Республика Саха-Якутия в этом плане не исключение. Рак легкого как в структуре заболеваемости стоит на первом месте, так и в структуре смертности. Вообще население на земном шаре тоже стоит на первом месте. И в Республике Саха-Якутия, да, особенно среди мужчин, именно заболеваемость этим недугом очень высокая. Конечно же, в первую очередь связано это с повреждающим фактором окружающей среды, в первую очередь. И самое главное, конечно, это фактор — это курение. Курение — это один из главных таких факторов, который приводит к этому заболеванию. Ну и косвенные, такие менее главные правила — это влияние окружающей среды, вредные условия труда. Часто в нашем регионе такое есть. У нас очень много именно работников, которые работают в таких условиях, особенно в угольной промышленности. Поэтому в нашей республике рак легкого тоже так достойно представлен. А вообще, вот если взять статистику заболеваемости по республике по видам рака, точнее по его месту расположения в организме человека, что лидирует, что на втором, на третьем месте, ну и, наверное, в зависимости от мужчины и женщины, там тоже своя есть статистика. Но если мы возьмем с вами общую заболеваемость вообще злокачественными образованиями именно по республике Саха, общие тенденции со статистикой Российской Федерации, в принципе, они идут вровень по заболеваемости, по тем или иным органам. Но есть некоторые отличия. Как уже сказал, рак легкого, да, он стоит на первом месте. На втором месте стоит рак молочной железы. И вот здесь как раз это отличие, это рак печени. В структуре Российской Федерации он стоит гораздо ниже в иерархии по заболеваемости, а вот у нас он стоит на третьем месте. И вот этот подъем заболеваемости, он идет вот последние годы очень активно, особенно последние 3 года. Это, конечно же, связано с улучшением диагностики этого заболевания, но именно в Республике Саха заболеваемость этой патологии очень высокая. Если же мы возьмем в структуре именно по половому распределению, мужчины в первую очередь болеют также рак легким, первое место. Второе место — это рак предстательной железы. На третьем месте у мужчин это рак желудка и рак печени. Рак печени именно у мужчин также вырывается вперед сейчас, и в скором времени, возможно, будет такая тенденция, что он обгонит даже по заболеваемости рак желудка. Такая тенденция есть, да. А у женщин, если мы возьмем, то первые позиции занимает, конечно же, это рак молочной железы, как и во всем мире. На втором месте эта заболеваемость идет по женской половой сфере. Рак легкого, конечно же, стоит. Это вот основные у женщин такие патологии развиты. Самые вот основные, если взять также дополнительно, это рак идет ободочной кишки, очень высокая заболеваемость. Это вот в пятерке, если брать как у мужчин, так и у женщин. И рак желудка. Ну вот как раз-таки проводится огромное количество для того, чтобы на первичной стадии выявить онкологию, и онкодесант, и диспансеризация в основном-то направлена в том числе и на это. Вот насколько жители районов республики осознанно подходят к проведению отслеживания за своим здоровьем, приходят на эти обследования, а потом в последующем лечение получают? К сожалению, у нас в республике, и как и во многих регионах нашей страны, еще вот есть такое понятие низкой культуры медицинского образования, вообще самообразования людей. И
не очень охотно-то идут на диспансеризацию, хотя медицинскими учреждениями республики и Минздравом очень много для этого делается. Постоянно пациентов вызывают активно, обзванивают всех пациентов: прийти, пожалуйста, подходите, вам по сроку, по возрасту положено то или иное обследование пройти. Но, к сожалению, мы видим, что активность именно населения не очень высокая. К чему это приводит? Вот эта низкая активность населения и дает нам вот высокие показатели запущенности заболеваний. Это не только по онкологическим заболеваниям, мы с вами знаем, это и сердечно-сосудистые патологии, тоже очень много запущенных патологий. Поэтому в динамике, конечно, есть рост вот этого показателя диспансерного наблюдения, увеличение роста диспансерного наблюдения, но он не тот, который хотелось бы нам видеть. Потому что если пациенты все в нашей республике будут соблюдать вот по своему возрасту диспансерное наблюдение, я думаю, что наши показатели довольно-таки очень хорошо улучшатся. А вот какие мероприятия в части онконастороженности проводятся в рамках диспансеризации? Ну, в рамках диспансеризации, вот, допустим, если брать работу онкологического диспансера, у нас есть свой онкодесант. Мы выезжаем непосредственно по районам, где ведется отбор пациентов на обследование. Максимально быстро осматриваем вот этот выбранный контингент и всем, кому требуется, направляем уже непосредственно в свой онкологический диспансер, где пациенты уже проходят более углубленную обследование. Вот. Конечно, в наших регионах, в отдаленных, не везде есть то оборудование, которое нужно для более точного установления диагноза. Поэтому, если имеются какие-то признаки, мы этих пациентов сразу направляем. Ну и как диспансер мы имеем свое прикрепленное вот это вот население, которое пациенты именно стоят на учете в онкологическом диспансере. Этих пациентов мы проактивно вызываем. Кому-то показано прямо обследование каждые 3 месяца. И вот каждые 3 месяца, чтобы пациент не забыл, что ему нужно пройти, мы обзваниваем на свой колл-центр и приглашаем на обследование всех пациентов. Угу. Ну вот онкодиспансер появился, ну так, относительно в историческом параметре недавно. С 50-х годов онкослужба начала развиваться в Республике Саха-Якутия. Вот как поменялись за это 70 с лишним лет подходы в организации онкологической помощи? Ну, конечно, период очень длительный, это прошел с 50-х годов. Было таких много этапов основных, да, в истории развития онкологической службы. Я возьмусь сказать за более позднее время, когда я уже был в осознанном возрасте и могу об этом что-то рассказать, не по историям и притчам своих старших коллег, а именно владея более-менее информацией. Такое активное развитие именно онкологической службы в республике началось при моей работе вообще в онкологическом диспансере с 2012 года. С 2012 года начались программы по развитию онкологической службы в Российской Федерации. Сначала это была модернизация, потом начались национальные проекты. Вот самый главный наш национальный проект с 2020 года, конечно же, дал огромный толчок не только в службе онкологической в республике, но и по всей России. Мы все прямо воодушевились, то, что такие проекты начались. И с 2012 года началось, во-первых, это перевооружение именно оборудования онкологических диспансеров, в том числе и нашего диспансера. И, соответственно, начался такой активный бум обучения и повышения квалификации специалистов. У нас много специалистов того времени обучилось, получили дополнительное образование, много новых сотрудников, обученных в центральных институтах онкологии. И вот национальный проект 2020 года практически произвел полное переоснащение онкологической службы в Якутии. Мы получили практически весь новый парк диагностического оборудования и лечебного оборудования. Благодаря этому открылись новые структурные подразделения, новые лаборатории, открылся центр лучевой диагностики, потому что вот объем оборудования нам позволил это сделать. Ну и, соответственно, с этого периода и показатели все начали стремительно, в какой-то степени улучшаться.
Во время строительства диспансера глава Якутии Айсан Николаев говорил о том, что даже ставил врачам, что наш онкодиспансер стал не просто местом помощи населению в Якутии, но и в целом Дальнего Востока. Вот удалось ли достичь в этом плане определенных показателей? Может, кто-то приезжает из других субъектов Российской Федерации Дальнего Востока? Ну да, указания от нашего главы были такие, и на сегодняшний момент мы являемся одним из крупнейших онкологических диспансеров по Дальнему Востоку. И на сегодняшний день в основном, конечно, приезжают самые ближайшие регионы, которые к нам расположены, граничащие с нашей республикой. Пока что их не так много, но я думаю, слава о нас сейчас разойдется, и этих пациентов станет гораздо больше. А так пациенты приезжают как на диагностические мероприятия, так и уже непосредственно на лечение, потому что у нас в диспансере появилось и оборудование, которое имеется в региональном отношении, но только у нас. Поэтому пациенты потихоньку появляются с регионов. Сколько сейчас человек наблюдается в диспансере? Ну, то есть стоит на учете и кто первично выявлен? На конец 2024 года в республике находится 15 с лишним тысяч пациентов онкологических под наблюдением. Это пациенты со всей республики. В принципе, ежегодно выявляется около 3000 новых случаев по республике злокачественного образования. 3000? 3000. А вот на первой стадии из них процент меняется, становится выше? В динамике, если мы посмотрим, конечно, выявляемость первой, второй стадии сейчас растет. В первую очередь это связано, во-первых, и со строительством онкологического диспансера, и вообще с улучшением диспансеризации по республике. У нас очень хороший показатель именно сейчас мы достигли по раку молочной железы. У нас рак молочной железы на первой-второй стадии практически 80 с лишним процентов, под 90 подходит. Это очень хороший показатель, мы считаем. И стремимся по другим локализациям тоже достигать повыше результата. И, соответственно, показатель смертности? Показатель смертности по итогам 2024 года. Вообще эти показатели очень трудно, нельзя сделать так, чтобы они резко падали, резко увеличивались. Это очень кропотливая работа, это длительность лечения пациентов, поэтому динамики такой взрывной, конечно, здесь никогда никто и не увидит, но показатель в динамике снижается. В конце 2024 года идет снижение. То есть выживаемость, средняя доживаемость? Выживаемость растет, смертность падает и выявляемость тоже растет. Угу. Вы сказали как раз про оборудование, которое оснащено онкодиспансер, его в принципе-то нет нигде в республике. Вот теперь подробнее о том, что это за оборудование, что оно позволяет делать и какие уже операции на нем проводятся. Онкологический диспансер при строительстве поступило очень много современного оборудования. Это был такой негласный указ главы, чтобы онкоцентр обладал самым современным оборудованием. Благодаря работе Министерства здравоохранения, нашей службы, нам получилось все-таки, несмотря на трудности, это оборудование получить. В первую очередь, конечно, мы рады, что именно диагностическое оборудование мы получили очень высокого класса. Это компьютерный томограф, МРТ получили тоже высокого уровня, 3-тесловый. В республике он единственный такой. И диагностическое оборудование такое, как эндоскопические комплексы для нашего эндоскопического центра. Мы тоже пополнили и имеющий свой уже парк оборудования, и новые аппараты тоже получили. Что это дало? В первую очередь, это позволило нам улучшить диагностику злокачественного образования. И самое главное, повысить выявляемость на более ранних стадиях. Второе, эндоскопическое оборудование, которое мы получили, оно нам позволяет теперь не только диагностировать образование, но и позволяет их одновременно уже и лечить, то есть малоинвазивным доступом, и позволяет также лечить предраковые заболевания ободочной кишки, желудка. Довольно-таки
Редко где сейчас в соседних регионах делают такие малоинвазивные операции. И у нас эндоскопическая служба сейчас не просто как диагностическая служба, но она еще уже стала хирургической службой. То есть она уже и лечит, не только диагностирует, но и лечит уже пациентов. Вот малое инвазивное как раз вот хирургическое лечение. Вот какие операции сейчас в основном проводите на этом оборудовании? Но один из наших таких, как говорится, флагманов в оборудовании, которое мы получили, это новый ангиограф. У нас никогда раньше не было ангиографа. И пришло время, когда и пациенты есть для лечения на этом аппарате, и для диагностики. Впервые в Якутии в онкологическом диспансере начали делать химиоэмболизацию при различных опухолях печени, почек. На сегодняшний день достаточное количество уже пациентов прошло лечение. Вот. Это малоинвазивная манипуляция, где через сосуд проникает в орган непосредственно к самой опухоли и вводит химиопрепарат, тем самым блокируя питание этой опухоли. И опухоль со временем постепенно погибает. Конечно, требуется несколько процедур, но это очень эффективный метод лечения. Раньше эти пациенты все уезжали на спецлечение в Центральный институт онкологии или по России, либо в другие города. И, как уже сказал, эндоскопический центр у нас открыт, где проводятся малоинвазивные операции при ранних стадиях рака желудка и при ранних стадиях рака ободочной кишки. Эти операции сегодняшний день уже потихоньку поставлены на поток. Надеюсь, что пациентов таких будет больше, потому что, конечно, диагностика затруднена таких заболеваний. Выявить на ранней стадии рак ободочной кишки или рак желудка довольно-таки сложно. Но эти пациенты есть, и мы это лечение уже проводим. А вот вообще в целом, какие способы сейчас есть лечения заболеваний рака? Вообще любых видов? Тут нужно сказать, что лечение вообще злокачественной опухоли — это не только операция или химиотерапия, это комплексный подход. У нас это называется комбинированное лечение. Оно не обязательно может начинаться непосредственно с операции, как многие пациенты думают, лишь бы быстрее удалить опухоль, и он может излечиться от этого недуга. К сожалению, это не так. Здесь требуется комплексный подход, и во многих случаях сейчас по клиническим рекомендациям пациентам сначала необходимо пройти так называемый неадъювантный курс химиотерапии. То есть подготовить опухоль, чтобы проще было понятно пациентам, это уменьшить ее объем, уменьшить риски после операции рецидива. Поэтому очень трудно объяснять иногда пациенту, что ему нужно сначала пройти химиотерапию, а пациент иногда все равно рвется и все на операцию. Но это помогает повысить выживаемость пациента и, самое главное, безрецидивную выживаемость. Это уже доказано, и клинические рекомендации уже прописаны, это все. Это первое. И благодаря открытию у нас молекулярно-биологической лаборатории у нас сейчас такой более четкий подход к каждому пациенту. Можно так сказать, таргетно лечим каждого больного, потому что на каждую опухоль делаются определенные молекулярно-биологические исследования, выискиваются, есть ли мутации в генах, и подбирается лечение непосредственно под него. То есть не шаблонно а под больного, смотря какие у него есть мутации. И самое главное, то, что во многих именно локализациях требуется лучевая терапия. Тоже тут пациенту приходится объяснять то, что вроде бы операцию сделал, но после операции нужно еще и пройти лучевую терапию, потому что лучевая терапия закрепляет эффект и также позволяет продлить жизнь пациенту, и самое главное, безрецидивная эта выживаемость. Поэтому это все в комплексе, это очень длительно, это может длиться даже у некоторых пациентов годами, потому что поддерживающая терапия, может гормональная терапия, это довольно-таки долго все делается. А видеоэндоскопические операции сейчас проводятся при каких заболеваниях? Видеоэндоскопические операции у нас проводятся в основном при всех патологиях внутренних органов. Здесь мы можем похвастаться также, что на Дальнем Востоке мы лидеры именно по видеоторакоскопическим операциям, операции на органах грудной клетки, средостения.
На сегодняшний день операции именно малоинвазивные, с 4-портового доступа у нас выполняется 90% случаев всех операций на органы грудной клетки. Это очень хороший показатель. В первую очередь это, конечно, очень чувствуют пациенты, потому что у них сейчас нет вот этих разрезов между ребер, болевого синдрома. Вот. И у нас также хороший показатель именно по лечению рака почки, мочеполовой вообще системы. Здесь показатели больше 90% всех операций, которые мы выполняем, они все видеоэндоскопические, также малоинвазивные. Опять же, это никак не ущемляет радикальность операции, а иногда даже наоборот повышает. Почему? Потому что все операции в нашем диспансере делаются в 4К разрешении, либо в 3D. Мы очень претензионно работаем, видим каждый слой и здоровые ткани не повреждаем. Работаем только в слоях и удаляем именно пораженный орган или пораженные ткани. Соответственно, здоровые ткани мы не трогаем, и, соответственно, пациент, реабилитация его, выздоровление гораздо быстрее происходит. Ну и физиологию органов, которые не задеты опухолью, конечно же, мы не нарушаем их физиологию. А телемедицина как используется сейчас в части диагностики, консультаций? Как у нас районы, кстати, в этом плане участвуют? Ну, телемедициной мы начали заниматься одновременно со всеми медорганизациями, как она вот у нас появилась вообще такая возможность. На сегодняшний день мы работаем со всеми районами, где есть интернет, где есть возможность, но это практически все сейчас районы. У нас открыт центр телемедицины, где сидят отдельные специалисты и занимаются непосредственно ответами на запросы, которые отправляют медицинские организации. Что это позволяет? Это, конечно, позволяет дифференцировать диагноз гораздо быстрее. И сейчас мы максимально стараемся, если видим по телемедицинской консультации по запросу, что все-таки признаки злокачественного образования есть, мы стараемся этого больного сразу быстро вызывать на себя для того, чтобы ускорить вот именно диагностику этого заболевания. Чем раньше мы диагностируем, тем нам проще и быстрее начать лечение этого больного. Отдел работает у нас довольно-таки интенсивно. Почему? Потому что в онкологии есть такие локализации, которые требуют, чтобы мы тоже сами отправляли телемедицинскую консультацию, но уже в Центральный институт онкологии. Это 8 локализаций редких, и начинать их лечение без консультации центральных институтов онкологии практически запрещено. Поэтому мы консультируем районы, все районы, а нас консультируют центры научной онкологии, центральный регион. А вот какой совет можете дать людям, которые хотят сохранить свое здоровье, чтобы не допустить развития злокачественного образования? Есть ли какие-то такие специфические формы профилактики или в целом все сводится к общим правилам? Общие правила, конечно, никто не отменяет. Это здоровый образ жизни, ограничение вредных привычек. Но тут нужно отметить, что рак может возникнуть у любого человека. Независимо, человек может полностью с детства заниматься спортом, но рак может возникнуть. Такие случаи бывают. Здесь, конечно, самую важную роль играет именно, чтобы пациент следил за своим здоровьем и при каких-либо симптомах обращался к врачу. Как правило, если у злокачественного образования появляется симптом, то это, как правило, уже явно не первая стадия может быть. Потому что, допустим, тот же рак легкого симптоматику начинает давать только на 3-4 стадии. До этого его практически диагностировать без методов визуализации, таких как рентген, КТ, невозможно. Поэтому это диспансеризация, это вовремя прохождение обязательных методов исследования по своему возрасту. И если у пациента имеются какие-то хронические заболевания, особенно вернемся к вопросу по раку печени. Пациенты, имеющие вирусные гепатиты либо невирусные гепатиты, они должны вообще интенсивно наблюдаться, ежегодно до 3-4 раз в год проходить ультразвуковые исследования в печени, либо компьютерную томографию печени.
к сожалению, мы видим, что пациенты иногда, зная, что у них есть серьезная патология сопутствующая, просто не обследуются. И это приводит к тому, что когда появляются уже тяжелые симптомы, когда пациент асцит, когда у него начинается уже кровотечение с варикозно расширенных вен пищевода, но это уже показатели, что заболевание в тяжелой стадии. И, к сожалению, здесь нам уже помочь гораздо сложнее такому пациенту. Поэтому диспансеризация — наше все. Ну, вот, а теперь о людях, которые узнали свой диагноз, условно в рамках диспансеризации, проведенной в поликлинике, и дополнительных исследований был подтвержден диагноз онкологии. Надо отметить, что все-таки диагноз подтверждается только на основании гистологии. Да. Это тоже очень немаловажный момент. Вот после проведенного подтвержденного диагноза действия человека, он должен сразу к вам идти? Или на этапе только подозрение к вам идет уже? Ну, смотрите, здесь на сегодняшний день вообще установка первичного диагноза злокачественного образования устанавливается онкологом. А все мероприятия диагностические по диагностике этого заболевания, когда у пациента появились первые симптомы, допустим, у пациента появилась одышка или кашель, кровохарканье, это делается на базе медицинского учреждения, где пациент прописан, ну или проживает, в центральной районной больнице. Когда пациенту диагностируют ту или иную патологию, его терапевт или другой специальности врач направляет к онкологу. И онколог уже проводит уточняющую диагностику. Если диагноз подтверждается гистологически, конечно, этот пациент автоматически сразу же направляется в онкодиспансер на дальнейшее лечение. Эти временные промежутки по диагностике и направлению пациентов и начала лечения, они все у нас прописаны. Есть определенные сроки, когда, в какой период мы должны сделать гистологию, назначить лечение, провести консилиум. Это все регламентировано, и есть определенные сроки. Мы стараемся их придерживаться, но, опять же, тут есть небольшие трудности ввиду нашей географии. Пациенту приехать с дальнего района до нас, если даже там уже диагностировали, время на это очень много уходит. Либо пациенту сложно выехать, нужно, у всех бывают свои проблемы, поэтому здесь, конечно, бывают некоторые проблемы. А так мы стараемся укладываться в сроки, которые нам регламентированы. А вот какие сроки регламентированы? Ну, сроки после установки диагноза, гистологического, желательно начать лечение в течение 10 дней. Независимо от того, какая стадия, какой... Но есть определенные моменты, когда требуется пациенту, допустим, дополнительные исследования. Вот про те же, как я сказал, молекулярно-биологическое исследование. Там делается отсылка, что можно, допустим, лечение можно начать только после заключения молекулярно-биологической лаборатории. Здесь, конечно, срок может чуть-чуть удлиниться, потому что невозможно назначить тот или иной препарат без этого лабораторного заключения. Ну а так стараемся выходить в эти дни. Вот по поводу качества питания, влияние его, например, на онкологию, связано с патологией желудка. Вот какая есть взаимосвязь от того же самого фастфуда, жареного и возникновения онкологии в последующем? Ну, здесь нужно понимать, что вообще как происходит развитие опухоли, если идет влияние, допустим, если мы сейчас ведем разговор именно о питании. Самое главное, это нужно избегать повреждающий фактор. Повреждающий фактор к нам это относится. Это горячие напитки, горячий чай, горячий кофе, который обжигает, допустим, слизистую полость рта, пищевода, желудка. Второе — это острая пища. То же самое. Это производит ожог на слизистую и также может вызвать нарушение в работе этих органов. Ну и третье, конечно, такие факторы, как алкоголь, то же самое вызывает. Но здесь у меня есть свое такое личное мнение. Я считаю, что в принципе правильное питание, которое у нас именно в республике, у якутов развито, оно в принципе более-менее подходит. Единственное, нужно исключать именно повреждающие факторы. Если тем, чем мы питаемся, будет правильно обработано,
и нормальная температура. В принципе, то, что мы с вами здесь едим, конечно, это нормально. Но, опять же, берем вопрос о тех же фастфудах. Фастфуд — это привезенные продукты питания в основном. Как правило, в них содержится много различных веществ, которые нежелательны. Поэтому наше национальное блюдо — это самое лучшее питание для нас, я считаю. Ну и в завершении беседы, возможно, совет нашим телезрителям о том, как сохранить свое здоровье. Ну, я вернусь опять же к самому главному. Это ничего пока что в настоящее время не придумано как профилактика. И самое главное, пациент должен заботиться о себе и вовремя проходить диспансеризацию. Я повторюсь, чем раньше мы выявим опухоль злокачественную, тем лучше шансы у пациента на излечение. Рак, в принципе, на ранних стадиях, он практически, ну, по многим нозологиям, он излечим. Самое главное — выявить его на ранних стадиях. Мы добились этого, уже видим, что при раке молочной железы женщины, которых мы выявляем на первой стадии, у них продолжительность жизни очень высокая. И сейчас нам нужно добиться таких же показателей и по другим локализациям. И для этого нужно, чтобы население проходило диспансеризацию. Вот это самое главное. Ну и в конце, наверное, программы развеем миф, который вот постоянно гуляет в социальных сетях, что в Вилюйской группе, в Нюрбе, там, допустим, очень много онкологии за последние годы. Так ли это или нет? Но здесь немного не так. Вообще онкологии много там, где много людей. То есть заболеваемость в среднем примерно одинакова. Конечно, в городе Якутске заболеваемость высокая. Почему? Потому что населения много. В крупных городах, таких как Нейрингрия, Алдан, потому что это крупные города, населения там много, заболеваемость из-за этого высокая. В настоящее время статистически так, чтобы сказать, что вот эта группа районов Вилюйская, Усть-Алданская как-то выбивается прямо по заболеваемости, так мы не можем сказать. Вот. Таких данных. Потому что очень часто гуляют, что только там одна онкология. Нет. Но это не так, и статистика вещь очень точная в данном случае. Да. Она говорит об обратных вещах. Хочу поблагодарить, Владимир Николаевич, что подошли сегодня в студию, поговорили на важную проблему, вопросы онкологии, о том, как сейчас оснащен онкологический диспансер, как в него попасть, какие методики лечения применяются современные сейчас в онкологическом диспансере. Остается лишь только пожелать коллегам успехов в вашем нелегком труде, Спасибо. Развиваться. И я думаю, что действительно, как сказал глава республики, вы будете лучшим онкологическим диспансере на Дальнем Востоке, да чего уж там, и в стране в целом. Напомню, что у нас сегодня в студии был заместитель главного врача Якутского республиканского онкологического диспансера Владимир Николаевич Лезнев, и мы говорили на вопросы, связанные с заболеванием рака. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Все в деталях. Будьте здоровы, не болейте. Всего вам доброго. До свидания.